Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Дорогие мои зрители, огромное вам спасибо за ваши подписки, за ваши лайки и за ваши хорошие, добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Какую тактику поведения выбрать с загаданным человеком, загаданным мужчиной? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто нравится, кто интересен. Вспомните глаза, голос, улыбку этого человека, закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какую тактику поведения выбрать с загаданным человеком? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую нужную информацию. Давайте же попросим высшие силы показать нам, какую тактику поведения выбрать с загаданным человеком. Так. Ну что, мои милые, что я хочу сказать? Я вижу, загаданный человек не так прост, как кажется. У загаданного человека, ну, такой, знаете, он хитренький, он с двойным, скорее всего, дном. Он, как говорила моя бабушка, хитрый жук. То есть у него и опыт есть, и он такой, знаете, сам не промах. Но при всех своих вот таких характеристиках, да, скользкого человека, я бы даже сказала, у него есть одно слабое место. Слабое место – это его уши. И этот человек безумно любит, когда ему льстят. Он может, конечно же, скромничать, говорить, что нет, ну что вы, я нет. Но поверьте, для него любое лестное слово – это просто бальзам на душу. Вот такой это человек. Смотрите, он за собой это место знает. Он пытается себя поменять, чтобы, ну, не настолько, да, попадать в зависимость от добрых слов, но тем не менее, когда ему начинают что-то говорить, хвалить его, там, говорить, да ты же самый лучший, там, знаете, вплоть до того, что, да, вы можете к нему подойти и сказать, там, ты настолько прекрасно моешь посуду, что после тебя, там, не знаю, какой-то идеальный блеск и, там, не знаю, там, новизна появляется. И он может так расчувствоваться, что пойдет, там, скажет, все, там, я теперь помою и все такое, да. То есть я утрированно говорю, но вы должны понимать, что мужчина падок на лесть, безумно падок на лесть. И все неприятности в его жизни происходят именно в этом ключе. То есть, ну, буквально пообщавшись с этим человеком, не знаю, там несколько часов, можно сразу понять, какое его слабое место. А вы, кстати, не раз это замечали, и вас это бесит, вам это не нравится. Именно вот эта сторона его жизни вам реально не нравится. Вот. Также мужчина хвастливый. Знаете, он любит похвастаться, и ему нравится, когда вот люди слушают прям с открытым ртом, широко распахнутыми глазами, говорят, да ты что, ух ты, вау, да, там всякими такими восхищенными там фразами его подбадривают. Ему это очень тоже нравится. То есть, ну, для людей, которые умеют одно место полизать, да, он просто идеальная жертва. Потому что есть у него друзья, которые тоже знают за ним эту черту. И очень удачно, по крайней мере, вот одного человека такого полненького я вижу. Но он либо коренастый, либо полненький. Он очень сильно пользуется именно вот этой слабостью вашего загаданного человека. И уже очень много всего у него там забрал, убрал. Смотрите, вот здесь змея, видите, вот такая змея, вся такая извелась. То есть, ну, вражина, да, вражина, который пользуется его слабостью. Здесь у него лошадка. Лошадка у нас перевернутая, почему-то скачет в неправильном направлении. То есть человек сам себе, скажем так, глаза закрывает и, не знаю, там пытается спуститься с вершины горы. Понимаете, очень какая-то сложная ситуация и обстановка. Вы, мои дорогие девочки, женщины, вы очень честный, очень порядочный, очень открытый. Вы не лизоблюдки, вы не
там какие-нибудь, я не знаю, сердцеедки. Вы обычные прекрасные девушки, женщины, которые умеют любить, которые хотят любить, которые хотят счастья, обычного человеческого женского счастья. Но вы вот такие качества, да, когда там, ну, гордыня, лицемерие, не знаю, там, подлиза, да, быть подлизой, то есть какие-то вот эти качества вы не одобряете, вы наоборот вот против этого, да, и вот человек вам нравится, он вам очень интересен, когда вы видите его недостатки, вам всегда хочется его исправить и поправить. И знаете, вместо того, чтобы, ну, скажем так, получить от этого какой-то плюс, вы всегда на одни и те же грабли наступаете, получаете минус. То есть вы мужчину можете осадить, да, сказать, что ну что ты там обманываешь, да, что ты там придумываешь, ну ничего такого, ничего особенного нету. Либо там вы можете сказать, да человек просто, ну, играет с тобой, да, он, либо она специально тебе вот там в уши льет, да, поджуживает, чтобы ты там что-то сделал. И ему не нравится, мужчине реально не нравится, и он такой думает, фу, какая она скучная, фу, какая она там бессердечная, да. Кстати, он думает, что вы ему где-то завидуете, что он вот такой на расхват, да, что так им люди восхищаются, что он там, не знаю, мастер золотые ручки, не знаю, там 7 пядей во лбу, то есть каким-то таким вещам. То есть как с ним себя вести? Во-первых, не пытайтесь его переделать, это бесполезно. Считайте, что это врожденное его качество. То есть тут, ну, без вариантов, да, мужчину не переделать. Каким он есть, таким он и будет, да. Ничего вам не поможет в этом плане. Следующий момент. Если любите, любите таким, как есть. Понимаете, принимайте таким, как есть, любите, как есть. Пытайтесь его стимулировать. Знаете, вот это его качество, оно, с одной стороны, очень деструктивное, да, потому что человек под падки, да, налезть, и он ради таких льстивых слов может все что угодно сделать. Но с другой стороны, здесь и большой плюс. То есть вы можете его смотивировать, да, вы можете бросать ему вызов, например, говорить, ты такой там классный, да, там умеешь, там, не знаю, там деньги зарабатывать. А вот у моей подружки там Инны муж там зарабатывают в 10 раз больше, да, и скажите, вот какой он классный чувак, крутой, да, вот молодец. Вот этими такими словами вы будете стимулировать своего, да, либо, например, там вы едете отдыхать, там, не знаю, в Турцию, да, а вы можете сказать, вот, а там кто-то из моих подружек, там, не знаю, там Таня с мужем едут на Мальдивы, да. То есть потому что муж у нее считает, что Мальдивы намного лучше, чем Турция, и что его жена достойна самого лучшего. Понимаете, вот такие вещи, да, вызовы, они будут заставлять вашего мужчину трудиться, больше чего-то добиваться и больше доказывать свои чувства и отношения к вам. Ну, понимаете, тут вызов двойной, да. Мало того, что еще на Мальдивы, так еще он считает, что жена достойна лучшего. То есть получается, что ты не можешь заработать на Мальдивы, и ты считаю, что я недостойна этих Мальдив, да, что я достойна всего лишь Турции. То есть вот такой момент. Как бы да, тут игра идет, но в этом и есть та фишечка, да, которой вы можете умело играть. А я вижу, что у вас мудрость такая, знаете, уже наработанная, неважно сколько вам лет, вы вот прям как с ранних ногтей хлебнули жизни. У кого-то детство было достаточно такое жесткое, что пришлось увидеть все и сразу, без всякой цензуры. Мои дорогие, у вас получится. Да, иногда очень полезно быть лисичкой, либо какой-нибудь мягкой кошечкой. Очень полезно. Полезно это делать для семьи, для семейных отношений, для того, чтобы отношения были крепкими и стабильными. Поверьте, ничего дурного в этом не будет, а будет лишь сплошная польза. Если ваш мужчина будет в 2-3 раза больше работать, во-первых, он будет стараться для вас, для семьи, для вашего досуга, да? Во-вторых, меньше будет там времени на то, чтобы вот с такими вот гадкими змеями общаться, да, и лошадка его станет в правильное положение и будет стремиться, да, вверх, но не вскарабкиваться, да, на отвесную стену, а на гору взбегать. Вот к этому нужно прийти. Смотрите, вот что бы ни говорил ваш мужчина, как бы это все ни выглядело, на самом деле, по факту, да, вот высшие силы, они же, понимаете, они по-другому оценивают нас, людей. Не только по нашему, например, IQ, либо по нашим каким-то способностям. В целом, вот смотрите, в целом, вот это вы, а вот это ваш мужчина. А теперь скажите, кто из вас умнее, кто из вас сильнее?
Конечно же, вы. Вы идете и умная, и сильная, и в себе вы объединяете несколько каких-то характеристик, причем каких-то невероятных характеристик. У мужчины, у него все как-то, знаете, от вас на 50% меньше. Вот прям даже вот, да, по формату можно посмотреть. У него поменьше, возможностей по жизни у него меньше, у вас побольше. Мало того, в девочке, которые зашли на именно эту отсыпку, на этот песочек, у вас интуиция есть, у вас мощная интуиция есть, какие-то внутренние знания, наработанные, да, может быть, прошлыми жизнями, может быть, переданные по крови. Понимаете, у вас намного больше. За вами как будто бы 2 человека стоит, понимаете? Вот как в вас 2 человека живет. Это все есть. Мало того, даже, знаете, вот я вижу, что отношения в семье у вас в семье и у него в семье было совершенно диаметрально противоположным. То есть у вас в семье была больше как-то любовь к вам, забота к вам, да, то есть, как-то вам прививали какие-то, общие ценности, да, там вот вырастешь, выйдешь замуж, станешь мамой, там 5-10. А ему могли говорить там, что ты там рукожопый, там ничего не можешь, ничего не умеешь, там, что мы будем делать, вот родили себе какого-то оболтуса, нам там в старости там и воды некому будет принести. То есть его гнобили с детства. То есть какой-то такой был момент воспитания, что его вообще не хвалили. Либо хвалили, я не знаю, там раз в год. Да? И вот для него очень важно, чтобы вот ему говорили хорошие, добрые слова. Я предлагаю вам лесть менять именно на ласку. Да? Вот эту... У него как в детстве, понимаете, подмен понятий произошел. То есть лесть он воспринимает как любовь, как нежность и ласку. А что такое на самом деле нежность, любовь и ласка, он не знает. То есть я предлагаю вам мужчину, во-первых, стимулировать вызовами. Это будет полезно. Это считайте, что спорт, да, кто-то ходит на футбол, кто-то ходит там на бокс, а ваш мужчина будет участвовать в квестах, да, и принимать вызовы. И второй момент – это научить его действительно истинам доброты, истинам любви и истинам нежности, да, то есть показать разницу между лестью, причем не перекрытой гадкой лестью, и между любовью и добротой. То есть это, конечно, будет процесс сложный, и да, если вы, девочки, вот кто смотрит, кто там из вас психолог, психоаналитик, конечно, вам намного проще будет, но тоже, наверное, понимаете, да, что нелегко будет разграничить это все и объяснить. Но, тем не менее, даже девочки, которые не имеют отношения к психологии, у вас тоже получится. Так что пробуйте. Все будет хорошо. Мужчина неплохой, сразу скажу. Здесь косяк основной идет именно в его детстве, в его воспитании. И таким он вырос, понимаете, поздно он попал к вам. Если бы там раньше вы бы познакомились, может быть, бы было больше места для маневра, потому что наши комплексы, наши все вот эти зажимы, они же растут вместе с нами, да, вместе с нами они становятся и больше, и сильнее, мощнее, да, к старости вообще человека невозможно переделать, да, все вот старички, они ворчуны и вот с какой-то своей упрямой жизненной позицией. Так что, мои милые девочки, не расстраивайтесь, не переживайте, знайте, что у вас есть все возможности, все шансы. И именно вам по силу поменять этого человека, его внутренний мир, его внешнюю оболочку. И, конечно же, подарить ему море счастья и любви. Научить его быть счастливым. Это просто замечательно. Так, на этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.